В рамках программы о доступной среде в 2016 году планируется увеличить количество региональных и муниципальных образовательных учреждений, отвечающих соответствующим требованиям по обеспечению условий для беспрепятственного доступа и для людей с инвалидностью до 10 тысяч единиц. У нас в республике и в частности в городе Якутске для формирования доступной среды делается немало. Здания сооружений должны быть удобными для использования любыми людьми вне зависимости от их физических ограничений. Именно поэтому у нас в городе прошел двухдневный интерактивный семинар «Создание доступной среды для людей с инвалидностью, учитывая принципы универсального дизайна». Семинар провела руководитель отдела по универсальному дизайну региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» из города Москва Мария Генделева. Это не первая встреча Марии с представителями строительной и архитектурной сферы нашего города. Сразу по приезду в Якутск уже по традиции Мария начинает с проверки на доступность социально значимого объекта. В этот раз она посетила головной офис, многофункциональный центр «Мои документы». Марию и ее помощников встретила руководитель МФЦ Елена Кузнецова, которая провела небольшую экскурсию по зданию. Гостям показали объекты доступности для людей с инвалидностью. Начиная с комнаты, в которой есть клавиатура для незрячих и слабовидящих с шрифтом Брайля, заканчивая специальной туалетной комнатой. В ходе проверки Мария нашла несколько недочетов. Не хватает информированности общества о том, что вот в этом центре есть и клавиатура по Брайлю, и услуги переводчика жестового языка. То есть, мне кажется, люди сюда не приходят, потому что они не знают о том, что все это здесь есть. Может быть, уже срабатывает какой-то стереотип, что я везде прихожу и везде нет доступа. И ты думаешь, что, наверное, здесь его тоже нет. И, наверное, не хватает на сайте информации о том, что они открыты для всех категорий граждан. Мы посоветовали сделать тоже розетки для того, чтобы люди могли заряжать свои телефоны. Я думаю, что они здесь проводят достаточно времени. Вот. Мы говорили о специальных наклейках, которые будут дублировать навигацию, которая сделана наверху. Не всегда, человек может ориентироваться по этим табличкам, и если на полу будут наклейки с указателями, где что находится, я думаю, всем посетителям от этого будет намного легче. Плюс, если еще наклейки будут контрастными, то для людей с ослабленным зрением это тоже будет большим плюсом найти то или иное окно. Сегодня еще выяснилось, что в пункте, где можно получить документы, очень высокие стойки. То есть человеку на коляске или с маленьким ростом будет очень сложно, потому что я даже не понимала, что там сидит человек. Я думала, там просто никого нету, а его просто не было видно. После проверки МФЦ участники семинара вместе с Марией Генделевой отправились в парк проверять его на доступность. Главным условием эксперимента стало, чтобы участники приняли на себя роль людей с ограниченными возможностями здоровья. Им выдали коляски, а некоторым завязали глаза, для того, чтобы они полноценно ощутили на себе доступность парка. Эмоции, конечно, новые, такие спонтанные, смешанные. Чувствуешь себя незащищенным на дороге. У нас, допустим, то, что ты не обращал никогда внимания на бугры, на вмятины, на коляске очень сложно преодолевать. И такой страх при переходе дороги, потому что у нас совершенно не приспособлены дороги, съезды, пандусы. В одном месте не могли вообще заехать на бордюр. Ребята даже с машины вышли и помогали, потому что девушки не могли затащить коляску. В дальнейшем, как практикующий архитектор, уже будешь более детально уделять, допустим, маломобильным группам населения внимание. К ним относятся и беременные, женщины с колясками, и пожилые люди. В рамках семинара Союз архитекторов Якутии и региональная общественная организация «Движение без барьеров Якутии» объявили о проведении конкурса, направленный на разработку дизайна городского парка культуры и отдыха, начиная от размещения аттракционов, заканчивая отдельными зонами. Призовой фонд конкурса составляет 200 тысяч рублей. Надеемся, что данный семинар в скором времени отразится на нашей республике, и люди с ограниченными возможностями здоровья ощутят себя полноценными членами общества.